Читаем «Российскую газету» от 16 августа 2017 года. Статью под названием «Минфин провел микрооперацию». Минфин предложил ограничить с 1,5-кратным размером долга сумму процентов, штрафов и пений по договору потребительского кредита сроком до 1 года. Это условие кредитору будут обязаны указывать на первой странице договора. Одновременно для борьбы с черными ростовщиками Минфин уточняет определение профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и дает заемщикам легальную возможность не платить по взятым у нелегалов кредитам. Законопроект подготовлен по поручению президента Российской Федерации, подписанному по итогам заседания Президиума Госсовета по развитию системы защиты прав потребителей и опубликован для общественного обсуждения. Новая форма затрагивает микрофинансовые организации, которые покрывают высокие риски при выдаче заемщикам денег до зарплаты огромными процентами. Среднерыночная полная стоимость их кредитов колеблется от 600% для небольших до 30 тысяч рублей, займов сроком на месяц до 37% для заемщиков на сумму свыше 100 тысяч рублей и сроком от 1,5 до 365 дней. Максимум, на который сейчас микрофинансовая организация имеет право, это 799% годовых. Заплатить за него нужно меньше, но при просрочке риски для заемщиков возникают существенные. При этом среднерыночные процентные ставки по микрокредитам падают от квартала к кварталу, но довольно медленно. Прямое ограничение процентов будет способствовать более тщательной оценке рисков кредиторами при выдаче займов тому или иному заемщику и, следовательно, снижению закредитованности населения, пояснили «Российской газете» в пресс-службе Минфина. Теперь о черных кредиторах. Как следует из данных Банка России, количество выявляемых нелегальных кредиторов, выдающих потребительские займы, растет. За 2015 год Банк России передал правоохранительным органам сведения о 720 таких организациях, за 2016 год о 1378, а за первый квартал этого года выявлено 433 организации, предположительно являющихся нелегальными кредиторами, на 133 больше, чем в аналогичный период 2016 года, рассказали «Российской газете» о Центральном банке. Именно опасения толкнуть в наиболее незащищенные слои населения в сторону черных кредиторов, не связанных никакими ограничениями, заставили Центральный банк достаточно аккуратно подтягивать сектор микрофинансовых организаций после принятия его в свое ведение в 2014 году. Потребность людей в микрозаймах остается устойчиво высокой. В январе-марте их выдано 5,7 миллиона. Сначала на МФО распространили рыночное регулирование. Ставка не может превышать среднерыночную по данной категории займов более чем на треть. А с 1 января 2017 года на фоне очистки рынка от нежизнеспособных и откровенно недобросовестных игроков в отношении МФО были введены более жесткие меры. Начисление процентов по выданным с этой даты займам прекращается после того, как они достигают 3-кратного размера долга, а в случае возникновения просрочки после достижения 2-кратного размера непогашенной части займа. Теперь 3-кратный порог предлагается сократить в 2 раза и включить в него штрафы и пени. Банк России считает возможным закрепление итогового значения, ограничивающего размер процентов и штрафов, пений по кредитам, только после оценки его возможного эффекта на рынке МФО. Этот анализ пока не завершен, сообщил председатель регулятора «Российской газете». Небольшой средний размер микрозаймов около 10 тысяч рублей. Их высокая оборачиваемость приводит к тому, что микрофинансовые организации не проводят сколько-нибудь тщательной проверки платежеспособности клиента. Именно это обстоятельство является их главным плюсом в глазах населения. За займами МФО обращаются те, кому отказали банки. Последние в период кредита значительно ужесточили требования к заемщикам. Отсюда рост количества выдаваемых МФО кредитов почти на треть за первый квартал этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего. С помощью разных накруток финансисты умеют обходить любые ограничения, которые накладывают на стоимость денег государства. Более того, в конечном итоге они делают займы еще более дорогими для заемщиков, считает финансовый омбудсмен Павел Медведев. Эффективно может быть только рыночное регулирование. Категоричен он. Все предыдущие ограничения, направленные на удешевление заемных денег, фактически провалились, полагает Павел Медведев, на основе большого опыта работы с жалобами клиентов финансовых организаций. Они привели к тому, что реальные кредиты людям стали обходиться дороже в 1,5 раза. Заемщика заставит не только заплатить столько же, сколько раньше, но еще доплатить за новые риски. Здесь фантазия и изворотливость просто безграничны. Цифра 5,7 миллиона договоров о выдаче микрокредитов заключено за первые 3 месяца 2017 года. Спрос на быстрые и дорогие деньги вырос почти на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года. Статью подготовил Игорь Зубков, Ирина Константинова, Павел Павлов для рубрики «Читаем газеты».